Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодняшняя тема, она очень важная, потому что она будет затрагивать право на жизнь в исламе, право на или защиту и безопасность, право на жизнь, право на честь, достоинство и право на имущество, да, в целом. То есть это все исходит из, называется, дуруриятуль хамса, 5 основ, да, что сохраняет ислам и защищает ислам. Это жизнь, это в первую очередь идет дин, хифзуддин, хифзуль хая, защита религии, защита жизни, хифзуль акл, безопасность, защита разума, хифзуль насл, безопасность, защита поколений, детей, и хифзуль мал, то есть безопасность, защита частного имущества. Да? Начну сразу аль-хаккуль хая, то есть хукукуль хая или право на жизнь, да, называется. Очень много аятов Корана, очень много хадисов, где говорится о важности и неприкосновенности человеческой жизни в целом. Да? То есть в суратуль Табарак или суратуль Мульк Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллази халакаль маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Да? И мы создали смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям. То есть это понятие входит, что цель жизни, то есть ее создание со стороны Аллаха Субхану ва Тааля, есть, чтобы нас испытать. То есть цель жизни, которую дал нам Аллах, Он сделал нас для того, чтобы испытать нас. Испытание, значит, да? Поэтому право жизни, да? Здесь есть понятие возложения ответственности за свою жизнь, да? И у кому Аллах Субхану ва Тааля всем нам дал жизнь. Это считается право. Мы имеем право на жизнь. И мы уже получили это право. И поэтому это право, оно защищается исламом, защищается шариатом. То есть право на жизнь имеют все люди равны. Все, независимо от национальности, религии, пола, да, бедный, богатый, Аллах Субхану ва Тааля защищает жизнь всех равно. Нет такого понятия, у кого-то меньше стоит жизнь, у кого-то больше. Любой человек рождается, кто родился уже, у того, значит, есть право на жизнь. Аллах Субхану ва Тааля дал это, да? И поэтому ислам сделал харамом, да, запретом, а также возложил ответственность, да, за покушение на жизнь без права. То есть любой человек, верующий му'мин, мусульманин, или даже кафир, неверующий, его жизнь является харамом, запретно посягать на эту жизнь. Потому что это Аллах Субхану ва Тааля дает эту жизнь. И поэтому в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к людям, да, «Ман каталя нафсан бигейри нафсин ау фасадин фил арди факааннама каталян наса джамиан». Да? То есть, кто убил другого человека, да? Убил другую душу без на то права, да? Или для того, чтобы сделать на земле нечестие, да? Факааннама, и как будто он перед Аллахом Субхану ва Тааля убил все человечество, всех людей. Настолько это тяжелый грех, да? Или, допустим, «Ва иза киля лахум», Аллах Субхану ва Тааля говорит в суратуль Бакара также: «Ва иза киля лахум ла туфсиду фил арди». Да? И когда им говорят тем из неверующих или тем, кто мунафики, да, те, которые делают на земле фасад, то есть проводят нечестие на земле, сеют на земле нечестие. Да? Каким образом? Допустим, кто-то объявляет друг другу войну. Да? То есть вы заметили, все зачинщики и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, в основном зачинщики, они как бы находят оправдание. Да? То есть это борьба за наследство, борьба за передел территорий,
источников влияния и так далее и тому подобное, да? Но мы сегодня видим, что все зачинщики войн сегодняшних, да, в 20, в 19, в 21 веках, они прикрываются благим чем-то, да? То есть, смотрите, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Они говорят, когда им говорят, не сейте на земле нечестие, не производите на земле нечестие, они отвечают, поистине мы те, которые творят благое. Да? Кстати, муслихун на английском языке, я смотрел тафсир, допустим, перевода, да, с английского, на английском Юсуф Али, и там, значит, интересный момент, что муслихун на английском они ставят как понятие, как peacemakers, да? То есть те, которые создают или создают мир, да? То есть те, когда им говорят, не творите на земле нечестия, говорят, нет, мы же всего лишь peacemakers, мы хотим мира на земле, да? «Аля иннахум хумуль муфсидун, валякин ла яш'урун». Они есть на самом деле те, которые производят нечестие на земле, и они это не чувствуют, не понимают, не разумеют, да? То есть, если мы говорим, что Аллах Субхану ва Тааля дал нам жизнь, и это является действительно подарком, да? То есть самым ценным, да, у нас считается жизнь человека. Аллах Субхану ва Тааля сделал ее ценным, потому что Он хочет нас испытать на земле, чтобы мы прошли экзамен. Никто вправе отнимать, никто не имеет права отнимать жизнь человеческую, кроме как на то право, если дано, да? И есть люди, есть силы определенные, есть определенные, я бы сказал бы, страны, да, которые, прикрываясь, что они несут мир или спасение, да, они развязывают войны. Пусть это будут колониальные, постколониальные войны, да, любой предлог, борьба даже с терроризмом и так далее, но некоторые несут развал, да. Мы видим на примере мусульманских стран в 21 веке, пример Ирака, пример Сирии, пример Йемена, пример Афганистана и так далее, да, куда приходят другие силы с оружием и говорят, мы хотим благое, мы хотим построить у вас демократию, мы хотим освободить вас и так далее. Но делают это, да, разрушительными методами, и это приводит к смерти. Потому что миллионы погибших, да, это есть пример Вьетнама, допустим, да, примеры других стран, где развернулись войны, было погибших там сотни тысяч, миллионами, беженцев сколько, да? То есть этим самым мы говорим о том, что некоторые империи развязывают войны, да? И в этих войнах жизнь человеческая, она теряет ценность. Почему? Потому что в Коране жизнь человеческая, даже жизнь неверующего, кто не верит Аллаху Субхану ва Тааля, она считается ценной тоже. Потому что основная цель ислама, почему Аллах Субхану ва Тааля посылал пророков и послал последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с миссией, чтобы мы доносили эту религию, чтобы мы призывали к вере, просто уверовать. Потому что тот, кто принял веру, даже на вес пылинки, но делает грехи, то он все равно спасся. То есть он рано или поздно войдет в рай. То есть этим самым жизнь человека, даже неверующего, она ценна, потому что Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы мы все люди пришли к вере, да, спаслись, к примеру. То есть в этом плане Аллах Субхану ва Тааля дает жизнь, и Он ее только забирает. И создает, или как бы дает право останавливать те, которые, допустим, естественно, выходят за грань, да, за грань. То есть обязательно останавливать через самосудом? Нет, через суд, который должен быть справедливый, да? Вот. То есть, согласно, если мы посмотрим, как высоко оценивается защита на жизнь, да? Защита даже на жизнь, это аят Корана, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уаман ахьяха факааннама ахьян наса джамиан». И тот, кто спас человеческую жизнь. Там, видите, в аяте не говорится
это мусульманин или неверующий, просто человек. И тот, кто спас человеческую жизнь, как будто он оживил все человечество. То есть спасение человеческой жизни, как будто вы спасли все человечество, одного человека. Да? Вот. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля сделал так же. Не просто убийство другого человека запретным и тяжелым грехом, самый большой грех, но также сделал запретным, когда человек сам себя даже убивает. Да? То есть в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тактулю анфусакум». И не убивайте самих себя. «Инна Аллаха кана бикум рахиман». Поистине Аллах к вам милосерден, проявляет милосердие, милость. Он любит вас. Да, Он любит вас, не убивайте самих себя. «Ваман яф'аль залика удванан ва зульман фасофа нуслихи нара ва кана залика аля Аллахи ясира». И не убивайте самих себя. Поистине Аллах Субхану ва Тааля к вам милосерден. А кто сделает это по вражде, то есть и по несправедливости, того мы накажем огнем. Это для Аллаха Субхану ва Тааля легко. 4 аят, 29-30, 4 сура, 29-30 аят. И есть, конечно, из этого вопросы, да? Что сделать с теми, кто, допустим, покончил жизнь самоубийством? Да? Потому что аят как будто говорит о том, если его смотреть буквально, то Аллах Субхану ва Тааля будет наказывать тех, кто убьет самих себя, огнем. Да? Сказано огнем. То есть отсюда вопрос. Те, кто убил самих себя, покончил жизнь самоубийством, что будет с ними? И как вообще, какой хукм к ним, да, приводится? Есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отказался сам читать джаназа для самоубийцы. Но при этом он не запретил читать джаназа другим сахаба. Также в аяте не сказано, что будет человек, кто убил себя, в огне навечно. Сказано, мы накажем огнем, это для Аллаха легко. Но не сказано вечно. То есть из этого всего по шариату исходит решение о том, все 4 масхаба, о том, что самоубийца, его хукм, решение у Аллаха Субхану ва Тааля. Сам Аллах Субхану ва Тааля знает, что делать с ним. Раз. Второе, самоубийцы бывают среди мусульман. И поэтому им читается джаназа, читается Коран. Полностью читается. Только имам вправе, если в той или иной аиле, или деревне, или городе очень много растет число самоубийств, то имам вправе сам отказаться от чтения джаназа, но вместо него могут читать заместители имама, другие, да, допустим, для того, чтобы показать свое негативное отношение, да, к самоубийству. Потому что самоубийство считается сильнейшим грехом. Аллах Субхану ва Тааля дает нам эту жизнь для того, чтобы испытать нас. И когда мы встречаемся с тяжестью в этой жизни, с тяжестью, мы должны и эту тяжесть переносить, сабр делать, да? Раз. Второе, у нас должен быть таваккуль. Таваккуль, мы полагаться должны на Аллаха Субхану ва Тааля. В том плане, что после тяжести обязательно будет что? Бадаль усри юсра. После тяжести и легкость будет. И самое главное, потеря надежды – это потеря имана. Да? То есть это почти, что можно сказать, близко к куфру, неверию. Потому что верующий человек, он все равно полагается на Аллаха Субхану ва Тааля, и он что? Надеется, что все будет лучше, еще будет лучше. Да? И поэтому самоубийца считается грешником. И Аллах Субхану ва Тааля сам будет судить его. Но ад, наказание адом, джаханнам, да?
вечно, наказание вечно только для мунафиков и для неверующих. У кого манкана, да, например, у кого было иманан аля зирра, да, на атом, на вес пылинки иман, дахаль аль-джанна, зайдет в рай, даже если он будет наказан огнем. Поэтому здесь важно понимать, да, хадис. И если человек, допустим, убьет другого человека целенаправленно, не случайно, а с умыслом, запланировано, намеренно, да, то это является сильнейшим грехом, и за это наказание-то подобное, да, но через суд доказательства. И здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валякум фил кисас аль-хая». Вам в ваших обществах, в справедливом жизнь ваших обществ, в справедливом возмездии, да? Обязательно должно быть возмездие. Вот. То есть сейчас мы с чем сталкиваемся? В нашей жизни очень много проявляется убийств, преступлений. Именно и'тида аля нафс, да? И'тида аля нафс, то есть целенаправленное покушение на человеческую жизнь. Тогда как в исламе основа, можно сказать, это защита и право на жизнь является основой, да? Неприкосновенность человеческой жизни. Но в нашем сегодня обществе мы сталкиваемся с тем, что очень много происходит не случайных, а именно спланированных убийств другого человека с целью завладения имуществом, деньгами, или просто, допустим, да, и так далее. То есть это говорит, об этом говорится в хадисах, связанных с ахир заман, с концом света, да? О том, что ближе к концу света один из больших признаков, да, аляматуль кубра, больших признаков конца света будет то, что человеческая жизнь будет обесценена, да? Убитый не будет знать, за что он будет убит. И убийца не будет знать, понимать, за что он убил. То есть убить человека станет легко. Убивать будут за мелкую вещь, за такие мелкие даже какие-то моменты или причины, о которых сам убитый не будет понимать, зачем его убивают. То есть это говорит о том, что на земле будет распространяться убийство. И эти убийства будут очень легко делаться, и убийца не будет чувствовать угрызения совести. Он будет за $100, там, за 1000 сомов, да, идти на убийство человека. То есть это один из признаков аляматуль кубра. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что в обществах очень много убийств, да, происходит. И убийца, он не просто не чувствует угрызения совести, он еще легко уходит от возмездия. Легко уходит. То есть, когда человек совершает мелкую кражу какую-то из-за голода, да, или у него дети болеют, и он идет на вынужденную, допустим, кражу из аптеки, лекарства для детей. Ему дают полную, да, там 2, 5, 10 лет могут дать. А человек, который убивает умышленно, не чувствуя угрызения совести, выходит через какое-то время за, естественно, взятку. Второй момент, я хотел бы сказать, это связано именно с безопасностью, Это судебная система в исламе, да, в целом. Как ее подходы, да, в целом. Дело в том, что основа любого государства, понятие общества, да, это общество залима или мазлюма, да? То есть это общество залима или адиля, да, называется в целом. То есть справедливость или несправедливое общество, да? Мерилом или градусником измерения общества является беспристрастный, справедливый суд. Чтобы, допустим, вводить в обществе даже высшую меру наказания за убийство, да,
или за тяжкие преступления, должен быть справедливый, честный суд. То есть, если вы приезжаете в какое-то государство или страну, вы можете измерить эту страну путем судебной системы. То есть, эта страна из числа залимов или адылев, то есть справедливая, да, система или несправедливая. Мы очень часто говорим о том, что нам необходимо на улице наводить порядок, потому что каждый из нас боится за своих детей, боится за свою жизнь, за свое имущество. Нету гарантий. Гарантия – это справедливый суд. Просто приведу пример. Правоохранительные органы, например, ловят убийцу, а суд отпускает. Понимаете? В чем-то несправедливость. В исламе совсем по-другому. Мы к этому вернемся позже, разберем. И вот второе право, помимо права на жизнь, внутри него человек, да, это право называется хаккуль хурия, право на свободу, свободу выбора. Потому что, чтобы был выбор, Аллах Субхану ва Тааля дал нам жизнь, дал нам разум и дал нам, сделал в этой жизни испытанием, да, эту жизнь. И поэтому Он нам предоставляет право выбирать. То есть называется это право как бы свободы, свободы воли, свобода выбора. Потому что в судный день мы будем отвечать за свой выбор. Веры или неверия, да, допустим. Например, хадис, который приводится имам аль-Бухари, в Муснаде имам Бухари, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Куллю мавлюду юляду аляль фитра». Каждый, да, человек рождается на своей фитре, на своей природе, таким, каким он рождается. Вот чистая природа, то есть это подразумевает вера в единого Аллаха Субхану ва Тааля, в Творца, в Создателя. Каждый рождается уже верующим в Создателя, в единого Создателя. Вот. Потом второе, он также рождается свободным. Каждый рождается равным, свободным. Правильно? Никто же не рождается сразу рабом. Все мы равны, как гребня расчески. И ближе к Аллаху Субхану ва Тааля богобоязненный. Не тот, кто богатый, не тот, кто, допустим, родился в той или иной расе или национальности, а тот, кто богобоязненный, да? И поэтому с рождения человек рождается уже рабом Аллаха Субхану ва Тааля, то есть уверовавшим в единого Аллаха Субхану ва Тааля и, самое главное, свободным. Потом уже так называемые внешние факторы воздействия. Это семья, родители, это общество, это круг общения, да? Допустим, профессия и так далее, они уже лепят из человека или влияют на этого человека. Вот. То есть уже человек может попасть в так называемое рабство от определенных идолов или рабство от идей, да? Или ему внушат, да, человеку, что ты родился в низшей касте. Ты должен быть дворником только. И твои родители, и ты, и твои дети должны работать дворниками. Ему внушает человеку, допустим, да, что он не способен ни на что. Если ты кто-то родился, раньше была такая, да, вот, даже во времена Второй мировой войны среди фашистской Германии была разработана наука евгеника, это называлось. То есть все люди принадлежат к расам, да, высшая арийская раса, низшая и негроидная раса, она ничего не может, только должна работать, рабами, да, быть, потому что они так созданы Аллахом, да, якобы. Вот примерно так. Сегодня мы видим на примере Индии. В Индии существуют касты. Вы, допустим, родились в какой-то касте, вы не можете изменить. Вы не можете быть выше дворника, допустим, да, или отверженного, да, неприкасаемого, извиняюсь, неприкасаемые. Кто-то брахманом родился, кто-то и так далее, да. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля справедлив. Он создал нас равными.
И каждый из нас имеет свободу выбора, свободным. Он рождается свободным. Только уже наши традиции, суеверия из нас делают рабов. Ментальные рабы, да? Я имею в виду, когда человек, он свободен, но у него есть определенные стереотипы, есть обычаи, есть традиции, которые из него делают зависимого человека, да? Полностью. То есть в этом плане рабство Аллах Субхану ва Тааля – это свобода. Аллах создал нас свободными и сделал нас рабами Создателя, а не созданного. Страшно и низко, когда человек является рабом кого-то или чего-то из созданных таких же, да? Рабом, допустим, своих страстей, да? Человек, допустим, зависит от определенных идеологий, допустим, да? Становится рабом или, можно сказать, каких-то идей, идеологий, заблуждений, да? Философских каких-то течений и так далее. Но раб Аллаха – это тот, кто, это высшая форма рабства, которая означает на самом деле свобода, свободу. То есть мы рабы Создателя, Творца, и мы свободны от различных суеверий, от всяких черных кошек, рассыпанной соли, или различных заблуждений, да? Национализма, расизма, трайбализма. Мы свободны, потому что мы рабы со Всевышнего Аллаха, а остальное все создано. Следующий момент, вот в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аруайта маниттахада иляхаху хаваху афа анта такуну алейхи вакиля». Видел ли ты того, кто сделал своим Богом свою страсть, собственную страсть? Ведь есть же, которые живут люди, которые зависят, то есть ими управляет не иман, не разум, а ихняя страсть, животная страсть, да? Понимаете? Зависимость от наслаждений, да? Алкоголь, наркотики, игры азартные. Видели такие зависимые, да? Человек зависим от чего-то, ментально. Даже это называется наркомания не физическая, а ментальная, да? От разврата, допустим, да, и так далее. Вот. То есть человек, который сделал своим Богом свою страсть, разве, да, ты сможешь быть над ним попечителем или хранителем, да? Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку, что эти люди заблудшие, потому что ихний попечитель, ихний хранитель, ихний лжебог, ихняя же страсть, тому, чему они следуют, своему нафсу, да? Вот. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля запрещает быть духовным, в исламе есть запрет так называемого ментального рабства, когда мы становимся зависимыми от различных идеологий, от различных течений, да, и так далее. Человек должен быть свободным, потому что Аллах дал нам разум для того, чтобы мы свободно мыслили. Понимаете? Чтобы мы были свободными, чтобы мы могли свободно выбирать. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дунилля», да? То есть они взяли своих книжников и своих монахов за господ помимо Аллаха, да? То есть в 9 суре, в 21 аяте. Вот когда этот был аят ниспослан, по причине этого, когда был ниспослан этот аят, к нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришел Ади ибн Хатим и спросил, да, вот, как может, причина ниспослания аята, он спросил по этой причине: «Я Расулуллах, о посланник Аллаха, ведь те, которые имеются в виду, да, допустим, из числа христиан, иудеев, ведь они поклоняются Аллаху. Как они могут брать вместо Аллаха
себе за господ книжников и монахов. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, да, то, что эти люди, когда ихние священнослужители явно вместо халала говорят харам, а вместо харама халал, то основная часть верующих, она повинуется и слепо следует за ними. И этим самым они взяли вместо Аллаха своих священнослужителей, своих монахов и книжников, вместо Аллаха взяли Господами. Я приведу пример. В средние века католическая церковь, Папа Римский, тот же самый Папа Римский, их много, один из них Борджиа, знаменитый, да, Борджиа, Папа Римский, который издает указ для обогащения церкви, продажу индульгенций. Индульгенция — это означает грамота, когда вы покупаете ее, эта грамота прощает ваши будущие грехи и обеспечивает вход в рай. И церковь на этом сделала огромное состояние. Продажа индульгенций, да? Понимаете? Для разумного любого человека это понятно, что как я могу купить индульгенцию, и как я могу, совершая тяжкие даже грехи, она мне отпускает, эта индульгенция, грехи, и это папа мне дает гарантии входа в рай. Человек дает мне гарантии входа в рай, да? Такой же созданный. Понимаете? И люди просто хотели верить в это. Совесть внутри сердца, разум, он, наверное, сопротивлялся. Но для того, чтобы заглушить совесть перед грехом, ведь мы часто иногда, совершая грехи, ищем оправдания, да? Ссылаясь на больше знающего человека. Например, тегил молдо, да? Наверное, там вот тот молдо, имам какой-то, он, наверное, делает грех, к примеру, понимаете, да? И на самом деле здесь уже нафс играет, нафс ваш, да? То есть вы ищете сравнение, каждый человек ищет прикрытие, ищет причину для совершения своего греха, ссылаясь на тех, кто также делает грех. Это психология, да? Но совесть-то, сердце-то не заглушить. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля также со свободой дал нам свободу права, называется хаккуль, право на выбор веры. Как это так? Казалось бы, в исламе как бы осуждается же, да, кто сменяет веру, да, осуждается, но человек, который выбирает, ищет, да, это его выбор, и он сам отвечает в судный день за свой выбор. Но, потому что не мы даем иман, не вы даете иман, мы только призываем, но иман, хидая, прямой путь дает Аллах Субхану ва Тааля. То есть в Коране Аллах Субхану ва Тааля в сурату Юнус, 99 аяте говорит: «Уаляу шаа роббука ля амана ман фил арди куллюхум джамиан афа анта», да, например, «тукрихун наса хатта якуну му'минин», если бы пожелал бы твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на земле, целиком. Разве ты вынудишь людей, чтобы они стали верующими? То есть, если бы Аллах пожелал бы, то все мы бы стали бы мусульманами. Вы понимаете, смысл в чем? Насколько это глубоко, да? То есть, наша цель просто доводить до людей, да? То есть, не заставлять, не проклинать, не нагнетать, да, а просто лишь напоминать. Напоминать, что есть жизнь после смерти, что Аллах Субхану ва Тааля единый, что каждый будет нести ответственность, что есть рай, ад, да, и так далее. Только напоминать. Потому что в Коране Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Фазаккир иннама анта музаккир, ляста алейхим бимусайтир», да? Поистине напоминай им, ты всего лишь увещеватель, у тебя нет над ними власти.
Власть принадлежит у Аллаха Субхану Тааля. Если бы Аллах захотел, Он бы всех бы сделал верующими. Но воля Аллаха. И фазаккир, ты всего лишь напоминай. Иннама анта музаккир. Ты всего лишь кто? Ты напоминатель, увещеватель. В Коране, в суратуль Кахф, 29 аят, Аллах Субхану ва Тааля напоминает: «Фаман шаа фальюмин, ваман шаа фальюкаффир». Да? И кто хочет, уверует. И кто хочет, пусть не верует. Выбор или не выбор это? Аллах Субхану ва Тааля дает нам право выбора веры. Испытание. Потому что земля же испытание на земле. С нас спрашивается что? «Уд'у иля сабили роббика биль хикмати валь мав'изати хасана». И призывай к пути твоего Господа с мудростью и лучшими словами. Да? Мав'иза хасана. Не ругать, не руганью, не бранью, не наездом таким, да, жесткостью словами, а с мягкими, мудрыми словами, с мудростью и лучшими словами. Только причина, мы можем быть причиной, да? Но кто дает иман? Аллах Субхану ва Тааля. И от этого исходит также, самое интересное, исходит из свободы же, если есть свобода веры, да, выбора, свобода мысли исходит, и также есть право на свободу слова или право на свободу мысли. Вы понимаете? То есть одна свобода, в ней очень много прав, свобод, да, внутри. И если мы говорим право на свободу мысли или свободу слова, то есть, смотрите, мысль наша, да, если у нас свободная мысль, да, она мысль формируется разумом, да, разумом. А он уже, разум наш, да, ее передает наш разум, да, наши мысли передаются через язык. Нам Аллах Субхану ва Тааля дал разум. Разум для того, чтобы свободно мыслить. Он порождает мысли, правильно? И эти мысли выходят на языке. То есть это означает, что Аллах Субхану ва Тааля, если дал нам свободу мысли, Он дал свободу слова. Свободно говорить. Но здесь есть, конечно, нюансы. То есть язык наш не должен быть злым. То есть нельзя нести фитну. Нельзя говорить гиба. Тем более нельзя говорить бухтан, то, что не было, придумывать, наговаривать на человека, да? Сплетничать нельзя. Нельзя говорить наговор, бухтан, да, еще больше грех. Или нельзя говорить оскорбление в адрес другого человека, переходить на личности, да? Вы хотите кого-то подправить, своего друга, соседа, мягко должны это сказать. Нельзя переходить на личное оскорбление. То есть, значит, все зависит от намерения. Иннамаль а'малю бинният. То есть, все ваши дела по намерению. То есть, в исламе цель основная, да, это донести истину. Это сделать ислах. Ислах переводится, что фасад, это на земле сделать фасад, испортить землю. А ислах сделать, это вся ваша цель, намерение, ислах сделать, это примирить, улучшить, не допустить развала, да, укрепить, да, то есть джальбуль маслаха, привлечь благо, то есть основная цель. И поэтому из этого исходит говорить, когда мы говорим о свободе слова, мы говорим о тех словах, которые должны остановить зло и исправить ошибки, исправить ситуацию. То есть, значит, благие, чистые намерения. То есть, намерения ваши должны быть благородны. Тех, кто говорит, да, допустим. Естественно, нельзя оскорблять, как я уже сказал, именно, чтобы ваши слова не приводили к фитне, к смуте, да, вот. Исправлять нужно мягко. На это какой далиль? Далиль из Корана. 8 сура, 22 аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна шара давабби, да, индаллахи суммуль букму аллазина ля я'килун».
поистине самые худшие из животных перед Аллахом – это те, которые глухие, немые и которые не разумеют, да? Не думают, не рассуждают. Но подумайте, как можно говорить о животных, которые не рассуждают? У животных нет уже высшего разума, да, высшего сознания. Поэтому многие муфассиры говорят, что здесь есть сравнение, это маджаз, да, баляга, красноречие, иносказание, которое имеет в виду сравнение, намек на людей. Сравнение людей с животными, со скотом, которые не мыслят, это те, которые не мыслят, которые не переживают о завтрашнем дне, которым все равно, что там харам, что халал, что справедливость, несправедливость. Главное, чтобы была еда. Чтобы было тепло, сытно, как говорится, и мы будем жить, как говорится, припеваючи. Вот. Которые не высказывают мнения, которые не видят. Когда видят зло, некоторые говорят, что давай закрой глаза, я не видел, я ничего не знаю. Меньше знаешь, больше, лучше спишь. Зачем тебе это? Проблемы. Ты не говори об этом. Спокойно живи, что там, нормально пройдет вся жизнь. То есть много аятов. В Коране более 19 аятов, которые именно Аллах Субхану ва Тааля говорит. Думайте, рассуждайте. Понимаете? То есть даже в нашей акида матуридия и акида аш'ария, она строится на разуме, то есть на рациональном мышлении. Много что, да? То есть искать, поиск, отвечать на вопросы современных, да? Вызовов каких-то, да? То есть призыв к свободомыслию, я так бы сказал бы, к свободе слова, плюрализм мнений. То есть плюрализм мнения, он есть в самом исламе, он есть в 4 мазхабах. Наличие 4 мазхабов, ихтиляф аль-ара, разные мнения, означает свобода мышления, то есть иджтихад. Инструмент иджтихада, поиска решений, да, муджтахидов, привел к созданию 4 мазхабов и разных школ каляма, да, то есть понятие толкования акида, да, вероучения, матуридия, аш'ария, тахавия, допустим, да, и если мы говорим о матуридия, то это в основном построено на рациональном использовании разума, также объяснение, вернее, да, всего, вот, то есть поиск ответа путем, да. Я приведу такой вопрос. Сегодняшняя проблема исламского мира, мусульман, проблема отставания, да? Почему некоторые задают вопрос, если ислам – это истина, мусульмане на правильном пути, то почему вы такие невежественные? Почему вы такие бедные? Почему вы ничего, ваши страны не производят? Мы же ничего не производим. Вот то, что на вас одежда, это чья мода? Это европейская мода. Это все Китай, другие страны, да, допустим, да, Япония, вот, языческие страны, которые создают машины, самые современные технологии и так далее, да. Проблема, это даже вопрос не совсем корректен, да, но мы говорим так, что сегодняшняя проблема даже в обществе, да, это потому что у нас в обществе нету и в самих людях не хватает свободы, свободного мышления. Мягко говоря, иджтихада. То есть, вы заметили, во многих арабских, мусульманских странах из населения делают послушную массу, делают скот, приведенный аят, да, которые не видят, не слышат и не хотят говорить. И поэтому в наших странах в основном утверждается другая система. Вроде бы называется демократия или там конституционная монархия, но на самом деле это совсем другое, да? То есть мы сами не думаем, да, допустим. То есть мы сами своих же детей, из наших детей мы не даем, не вкладываем в наших детей. То есть мы не даем свободно им, не воспитываем их независимыми, чтобы они независимо критически мыслили. Мы не вкладываем, не инвестируем достаточно
мне не хватает инвестиций достаточных в наших детей, да? В нас самих, именно в разум, в интеллектуальное развитие, в духовное развитие. То есть мы не можем свободно говорить и мыслить, потому что у нас есть много «но». Это обычаи, традиции, культура. И даже в исламе очень много что нельзя, да? Как будто нельзя. На самом деле, наоборот, Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы мы мыслили свободно, чтобы мы чувствовали свою свободу. Но мы делаем из себя ментальных рабов. В этом проблема, да? Сегодня во всем мире. То есть мы не можем критически мыслить. Мы не можем свободно искать решения. Тоже одна из причин, да? Ну, там много причин, но сейчас исламский мир переживает сильнейшую деградацию, сильнейший кризис. Интеллектуальный, духовный, военный, стратегический, экономический, да, на самом деле. Ничего мы не производим такого. Мы потребляем только, да? Вот. Поэтому сейчас как бы такой стоит вопрос. Я просто приведу вам пример. Вот представьте сегодняшнюю ситуацию и ситуацию во времена халифа Омара ибн Хаттаба, ради Аллаху анху. Да? И вот вышел Омар, ради Аллаху анху, халифа, на минбар мечети и говорит, обращаясь ко всем сахаба, если вы найдете у меня ошибку, то сразу исправляйте, сразу исправьте. И тут встает один из сахаба, показывает на меч, и говорит, как только мы найдем эту ошибку, мы исправим вот этим мечом. Что сделал Омар бин Хаттаб, халифа? Он промолчал, он не задержал, не арестовал, правильно? Не арестовал человека этого, не поругал, а наоборот сказал, альхамдулилля, слава Аллаху, что Аллах сделал среди людей Омара в этом обществе, да, и пред тех, которым предоставил меч, чтобы они исправляли мою ошибку. Он увидел в этом мудрость. Понятно, да? Он не увидел там критику или угрозу. Он увидел мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. В исламе из права говорить свободно, мыслить свободно, естественно, надо быть осторожным. Не все могут свободно и говорить, что попало. Говорить должны свободу слова те, кто знают. Да, правильно? Мин ахлю рай или мин ахлю тахассус, да? То есть из тех, кто имеет профессиональные навыки. О политике должны говорить политологи. Об экономике должны говорить экономисты. Понимаете? О духовности, нравственности, допустим, представители духовенства. Но ни в коем случае не водители и не кто-то еще, да? То есть у каждого есть своя стезя. Раз. Второе, алымы. Они должны говорить больше о своих специальностях, о своих направлениях. Мягко доводить. И если алым знает, о чем говорит, если он попал, то ему 2 саваба. Если ичтихад делал, ошибся, ему 1 саваб, вознаграждение. Но опасен тот алым, который заблудился и заблудил других. Поэтому сегодня алымы, улемы должны знать, помимо вопросов по шариату или духовности, должны разбираться в международных отношениях, должны знать политику, должны знать политэкономику, должны знать историю, чтобы не сбиться и не сбить других. Быть очень осторожны. Свобода слова – это как меч. Он с 2 сторон острый. Он может поразить кого-то другого, но может поразить того, кто держит его. Он может принести благо, а может принести вред, создать фитну. Сколько в истории очень много было моментов, когда неправильное слово ученого или мыслителя, или политика, допустим, да, приводило к фитне, к войнам или гражданской войне. Поэтому тот, кто говорит, пользуется свободой слова,
он несет ответственность перед обществом, законом и перед Аллахом Субхану ва Тааля. У него должно быть чистое намерение. У него должны быть мысли четкие и очень мягкие, да, чтобы не привести к фитне. Его основная цель – это примирение, а не, наоборот, раскол. Потому что были такие моменты, когда вот в Сирии, когда фитна началась в Сирии, то есть такой ученый Рамадан Аль-Бути. Это сильнейший суннитский, ханафитский ученый. У него были десятки тысяч поклонников, не просто поклонников, а учеников, да? Те, кто за ним на руках его носил, да? И когда началась фитна, он очень долго думал. И занял сторону, я не скажу, что про правительственную или какую-то, занял сторону против фитны. Аллах испытал, и его испытал он всех мусульман ученым в час в этот. Вот все, кто был, все отвернулись от него. Остались только несколько, 5-10 учеников. Сейчас вот те, кто отвернулись, Аллах их испытал. Сейчас они тауба все делают. Понимаете, насколько? А те, кто среди других ученых, не буду называть, кто поддержал данную фитну, ну, как бы вошел в эту фитну, обманулся, они сейчас тоже очень раскаиваются, потому что они заблудились, и через них заблудились многие, которых уже не вернут с того света, которые ушли, вернулись к Аллаху, погибли, да? Понимаете? Слово ученого очень осторожно надо, да, быть. То есть ни в коем случае нельзя, не дай Аллах, такое испытание, да? Понимаете? То есть это конкретно вот пример вам. И поэтому Аллах, когда дал нам свободу слова, Он также дал нам право на защиту. Ислам защищает честь и достоинство человека. Потому что в Коране Аллах Та'аля запретил, и в хадисах, например, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам делать что? Обсуждать друг друга за спиной. Даже что-то произошло, обсуждать лично друг друга с плохим намерением запретил гиба. Сделал это подобно тому, как будто человек ест мясо умершего своего брата. Также это противно, неприятно, да? Запретил делать еще больше, это бухтан. Бухтан – это наговаривать на человека, да? То, что человек не сделал, говорить о нем, наговор, да? То, что сейчас самое много. Следить за человеком. В Коране есть аят, где говорит, не следите друг за другом. Есть хадисы. Следить просто. Я просто приведу пример Умара ибн Хаттаба, ради Аллаха анху, который был халифом и который шел по улице и услышал шум за стеной, за дувалом. Веселье услышал, веселятся люди. Он залез, перелез через дувал и увидел, что мусульмане, если так сказать, из числа сахаба, части его, какая-то часть из них выпивают. Халифа начал осуждать, зашел туда, начал осуждать, ругать начал, корить. И тогда один встал и сказал, а ты, халифа, как ты смог, еще больше грех сделал, зашел, перелез и зашел без стука в наш частный дом зашел. И привел аят Корана. Когда входите в дома, входите с разрешением, с миром. Где твой мир, где твой салам, где твой это? Мы тебе не разрешали заходить сюда. Он извинился и вышел. Вы понимаете? Потому что дома ваши, ваша частная жизнь, она является харамом. Это ваш аврат. Понятно? То есть вы отвечаете перед Аллахом сами. Никто не имеет права открывать и залазить к вам во врат. А сегодня практика, когда снимают вашу личную жизнь, пусть это даже будет грешная жизнь, грехи, кто-то зина делает, да? Снимает на камеру и показывает по телевизору. Это является сильнейшим грехом, это является сильнейшим преступлением. Этот человек, кто снимал, кто распространяет,
они в судный день предстанут с этим же деянием. Потому что аль-муслиму аль-муслим сатруль авра. Мусульман для мусульман другого является сокрытие его аврата, а не раскрытие. А сейчас мы видим наоборот. То есть ислам сделал так, что право защиты на честь и достоинство, если даже человек грешит, да, какой-то грех делает, то это между ними Аллах Субхану ва Тааля, пока он не выйдет на улицу. Как только вышел на улицу и сделал это, за это есть наказание. За демонстрацию греха и за призыв, и за рекламу этого греха. Но если человек это сделал, грех, на нем тауба. Он сам тауба делает, он сам раскается, и об этом никто не знает, кроме него и Аллаха Субхану ва Тааля. Если видел третий мусульманин, он должен закрыть аврат. Просто сделать напоминание один на один. Вот это ислам. А то, что сейчас делается в обществе или в политике, или где-то, это куфр, неверие, это уят. Это мы должны не смотреть, это мы должны осуждать. Грешник, разделение греха, тот, кто соучастник, это тот, кто смотрит такие ролики. На политиков будет или на кого-то, да, это личное дело, это закрытая его часть, да, вот. То есть скрытой камерой, то, что интимные вещи, это не является от ислама. Это не просто даже от ислама, мы даже открыто говорим, это очень большой грех. Это грязная, очень грязная, да, вещь. Второе, допустим, я уже сказал, хуснузан. Хуснузан – это правило. Думать хорошо о другом, о ближнем. Даже если он что-то делает плохое, или как мы должны отгонять мысли, думать хорошо. Хуснузан – хорошо думать о своем брате, о своем ближнем, да? Вот. О людях вообще в целом. Тот, кто плохо думает, он из тех. Сам, значит, плохой. Постоянно, если мы думаем плохо, а вот этот плохой человек, а вот этот меня обмануть хочет, а вот этот меня воровать хочет, а вот этот сосед не очень, это все плохие. Сам он хороший ангел. Не может быть такого. Этот человек плохой, значит. Думайте друг о друге хорошо. Делайте друг другу дуа. Говорите друг другу салам. А у нас же идут проклятия. Мы не здороваемся друг другом. То есть наоборот. Также Аллах Субхану ва Тааля запретил в отношении друг друга издевательства. То, что мы видим сегодня, оскорбление, да, оскорбление, мы видим сегодня в интернете, в соцсетях. Когда мы думаем, что нас не видит никто, человек думает, что не видит его никто, но Аллах ближе к вам, чем шейная вена. Он думает, что не видит никто, он закрывает совесть и начинает материть, оскорблять кого-то другого, да? Это... Или, допустим, Аллах Субхану ва Тааля в защите права чести и достоинства сделал запрет пыток в отношении, да, издевательств. Пытки, когда делают, когда издеваются над человеком, даже если он убил человека другого, нельзя его пытать, мучить. Есть для этого, если человек убил другого человека или страшно, с тягчайшими этими убил, для этого есть суд, и для этого должна быть смертная казнь. Но нельзя издеваться над человеком. Не просто даже над живым, но и над умершим, когда запрещается в битве с врагом ломать ему кости или уродовать лица. Это является харамом. Отношение даже к телу человека, где Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Лакад каррамна бани Адама, ва хамальнахум фил бирри валь бахри, ва разакнахум минат таййибати, ва фаддальнахум аля кафири миман халакна тавдилян», да, и суратуль Исра. И мы поистине возвысили бени Адама, сыновей Адама, сына человеческого, возвысили, да, и носили его в фильбахре, в морях и по суше, и дали ему рызк, да, из блага, да, самого лучшего рызка. И возвысили его, и выделили его перед больше, чем из всех других творений. То есть, когда человек умирает, любой, тело человека создано Аллахом, Субхану ва Тааля. И поэтому
в уважении к телу человека в шариате существует правило. Если даже мы нашли чье-то тело умершего, если оно не мусульманам принадлежит, мы должны отдать его кому? Его общине. Иудеям, христианам, даже язычникам и так далее. Но если мы нашли тело и не знаем его, где, он к мусульманам не принадлежит, но не принадлежит никому, мы не знаем кому, да, то мы обязаны что сделать? По возможности омыть, положить в кафан и просто положить в земле, не на мусульманском, но просто земля, вырыть хуфра яму, да, положить и закопать, придать земле. Ихтираман, уважение, со стороны уважения к созданию Аллаха Субхану ва Тааля, потому что он является сосуд, это тело сосуд, который создал Аллах Субхану ва Тааля. Уважение к созданию, к Всевышнему Аллаху Тааля, что как он создал человека, да? Вот. То есть это хак, тело уже, да? На нас лежит уже ответственность. Вот. То есть есть хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, увидев носилки, когда несли иудеи на носилки, еврея, он встал и с уважением к похоронной процессии. И когда его спросили, сказали, это же тело умершего иудея. И что он сказал? Алейса хуа бибени Адам, то есть, а разве он не иудей, разве не сын человеческий, разве он не человек? Он человек. То есть, вот здесь правильно необходимо понимание, да, должно быть. Второе из этого исходит, это право на знание, получение знаний. Есть хадис, которого все слышали миллион раз. «Талябуль ильми фаридату аля кулли муслим». Да? То есть поиск знаний является обязанностью, фарзом, да? Фарзом на каждом мусульманине. И мусульманке в кавычках. Потому что мусульман означает общее, ам, да? Понятие охватывает и мусульманина, и мусульманки. Получение знаний. Вот здесь это очень важный вопрос. Сегодня мы знания разделяем, если так посмотреть, на то, что является фард и фардуль кифая. Да? Фард – это обязанность каждого из вас обучить своих детей вере, исламу. Молиться как, поститься, да? Что такое хорошо, что такое плохо, что халал, что харам. Да? Вот. А также, допустим, в нашей, вот, например, в городе или где-то в любом месте нету, допустим, медика. Да? Не хватает медиков, или дантистов, или инженеров и так далее, то это уже становится, если нету таких, оно становится фардуль айн, обязанностью подготовить специалиста по светским наукам для необходимости жизни. Да? Если уже готовится, то фардуль кифая. Если кто-то готовит, это уже не обязательно, это кто делает, тот делает. Все. Но именно сегодня в жизни нам необходимы хорошие специалисты. То есть вкладывать, инвестировать в наших детей, инвестировать в будущее. Как инвестировать в будущее? Мы, мусульмане, должны понимать, что наши дети – это те, кто придут на смену нас, физически. Каждые 40 лет идет обновление поколений. Когда Муса, алейхиссалям, хикма, мудрость того, что Аллах Субхану ва Тааля дал Муса наказание Бену Исраил, по пустыне ходить 40 лет после египетского плена. Почему? Потому что до этого они отказались входить в Палестину. Сказали, ты и твой Господь воюйте с ними, делайте джихад, мы не хотим. Иди ты и твой Господь. Потому что после Египта у них было рабское сознание. И Аллах Субхану ва Тааля дал 40 лет, чтобы они ходили в пустыне, потому что в 40 лет один раз идет смена поколений. Пока те, кто был в рабстве, не уйдут и не родится новое поколение израильтян, которое будет свободным. Понятно? То есть новое поколение один раз. Поэтому наши инвестиции должны быть в детей. Духовное развитие, интеллектуальное развитие, физическое здоровье, безопасность здоровья. Чтобы наши дети ели здоровую пищу, а не хлеб и воду и чай. Пусть даже они будут не модно одеты, пусть не будет хватать у них айфона, но они должны быть сыты и витаминами питаться.
чтобы потом вы не работали всю жизнь на своих детей, лечили своих детей. Также ваши дети должны не работать с утра до вечера, у них есть детство, у них должна быть учеба. А вы должны обеспечить их, давать им знания, инвестировать в них. Вот я просто приведу пример. Некоторые говорят, вот евреи очень умные, талантливые. Талантливость у народа бывает гены, да? Предрасположенность там 1-2%, а остальное это инвестиции, это труд. Если вы своего ребенка будете правильно воспитывать, не бить, ругать, кричать, а говорить, ты самый умный, самый хороший, будете ему кормить нормально, да? Будете ему давать время на учебу, а не говорить, қой школу бүгін барба, бүгін жұмыш бар. У нас же так же говорит, қой, не ходи в школу, давай поработай лучше там куда-то, да? Нет, они так воспитывают детей. Они вкладывают деньги основные в учебу. Самых лучших учителей нанимают, в самые лучшие вузы дают. Языки знают их дети. Потому что конкуренция, она конкуренция есть. Если у вас много денег, но у вас сын или дочь разбалованная, или не хватает знаний, или духовно бедная, да, бедные, то они ваше имущество, как только вы умрете, они исраф сделают, исрафчылык сделают. Поэтому инвестиция в детей – это духовная инвестиция, это мораль, это воспитание и это интеллектуальная инвестиция. Мы сегодня в это не вкладываем, мусульманский мир в основном. Вот. Поэтому право, есть следующее право, из этого исходит, также это сохранение и защита имущества, неприкосновенность частного имущества. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал нам этот мир, эту жизнь как испытание, чтобы мы ходили по этой фамшу фи манаки биха ва кулю мин ризкихи, да, рызкуха, идите по земле, по ее ременам и питайтесь, ищите свой рызк. Да? То есть на этой земле, это сунна Аллаха Субхану ва Тааля, не будет приходить еда, пока мы не будем сеять зерна и не будем работать в поте лица. Да? Это так создано на земле. И поэтому право на имущество, имущество, которое вы зарабатываете халалом, вот, оно является неприкосновенным ни для кого. Это ваш труд, это ваш пот, понимаете? Это ваш разум, даже интеллектуальная собственность есть еще, правильно? Труд. То есть это все заработок, он является из того, что Аллах Субхану ва Тааля предписал вам, ваш рызк, ваша доля. Да? Вот. Когда заканчивается рызк, приходит смерть, приходит аджал, да? Все, закрывается рызк. То есть пока есть рызк, жизнь продолжается. И в этом понятии, естественно, есть право на заработок у каждого. Это халал путем. Следующее, запрещается исрафчылык, исраф делать. То есть разбазаривание, я бы сказал бы, материальных финансов. Да? И сюда идет, конечно, самое главное, это запрет и'тида аляль маль гайруху. Да? То есть запрет покушения от кого-то, третьего лица, второго лица, извиняюсь, на ваше имущество. Запрет, харам. Вот. И есть хадис, вы знаете, знаменитый, передан от Абу Хурейры радийаллаху анху, когда наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-муслиму аля-аль-муслим хараму дамуху айрдуху ва малюху». Да? То есть запрещается другому посягать на вас, на ближнего своего, на его жизнь, дам, да? Это же кровь, на честь, достоинство и на малуху. Это имущество. То есть кровь, имущество, это все является, честь является под запретом. Харам, да? Под запретом и под защитой, вернее. Да? Аллах Субхану ва Тааля. Приведу пример. Допустим, в некоторых странах, в тех же Соединенных Штатах, имущество ваше, оно также защищено, как ваша честь и достоинство, и ваша жизнь. То есть, если на территорию вашего дома
в вашу квартиру ночью кто-то проник, вы имеете право его застрелить. И за это не несете ответственность. Во всех арабских странах то же самое. Если, например, я учился в Иордании, если кто-то к вам в дом проник без спроса, вы не знаете, кто это, незнакомый человек, вы имеете право его сразу застрелить. Нету греха. Потому что здесь есть угроза вашей жизни, вашему имуществу, и это ваша собственность вся. Вы убили на своей территории, человек не сказал ни салам алейкум, не постучал, он проник через окно, взломал дверь, допустим, да? Все. У нас наоборот. Вы превысили самозащиту, и вас посадят. А сегодня в Бишкеке у нас и вокруг Бишкека очень много тех, кто нападает на дома, когда семья спит, с оружием, избивают, убивают, грабят. Или не убивают, грабят, да? Где гарантия защиты? Кто нас защитит? Если вы себя защищаете, своих детей, и вас за это посадят в тюрьму, где справедливость? Ислам в исламе государство защищает. Если они не успевают, полицейские, если у вас есть оружие, вы сами можете защитить себя. И нет греха, а наоборот, вы защищаете свою собственность, своих детей, честь имущества своей жены, честь достоинства своей жены, своих дочерей. И поэтому, конечно, разрешается защита. Также запрещено воровство, потому что Аллах Субхану ва Тааля сделал запретным чужой мульк, часть, собственность. Допустим, кто-то у кого-то своровал. Есть аят Курана. «Васарику васарика фактаума фактау айдиехума». Вору и воровки отсекайте кисть. Естественно, конечно, вор должен быть богатым, да? Сворованное должно больше там определенной суммы быть, да, допустим, там $1000, допустим. Есть, должен, спрятано ворованное должно быть, да, заперто, закрыто и так далее, да, вот. Но, по крайней мере, этот аят он останавливает. Те, кто убивает, те, кто ворует, он останавливает них и этих людей. Разбойное нападение. Сейчас очень много разбойных нападений с оружием. Кату тарик называется, да, разбойник. Ктау турук, тот разбойники, они нападают. Вот кату тарик в шариате. Разбойное нападение, жестокое, с насилием, с целью ограбления и, естественно, с опасностью убийства. Реки, да, мы называем сейчас это вооруженное нападение. То аят Курана очень жесткий, что их отрезают руки по крест-накрест и вешают их. Распинают, распятие. Таслип называется. Распинают на распятии, да? Без ног, без рук. Почему? И еще сказано, что им в той жизни вечное наказание. Вот.